Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Мирнинская прокуратура провела проверку по аварийному отключению электричества на руднике «Удачный». Причинами стало нарушение правил технической эксплуатации электрических станций и сетей. Также Якутскэнерго, которая поставляет энергию руднику, не производила техобслуживание и ремонт оборудования подстанции. Назначен штраф и предписание устранить неполадки. В Мирном будут судить бухгалтера, которая похитила 300 тысяч рублей из бюджетного учреждения. По версии следствия, главбух знала, что в сейфе находятся наличные. Это были деньги от доходов предприятия от оказания платных услуг населению. Для придания вида законности своим противоправным действиям она оформляла на себя расходные кассовые ордера. Похищенным распорядилась по собственному усмотрению. Стали известны подробности расследования дела по обнаруженному телу мужчины в Ленске. Как оказалось, он скончался из-за ударов бутылкой по голове. Удары нанесла сожительница погибшего. Ранее они распивали алкоголь и поссорились. Однако в деле есть и другие подробности. В рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Назначены 3 судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. В том числе в качестве свидетеля допрошен знакомый, который заявил о том, что со слов потерпевшего в отношении него со стороны сотрудников ОМВД РФ по Ленскому району были совершены противоправные действия. Расследование уголовного дела продолжается. В Хангаласском районе произошло ДТП с летальным исходом. 53-летняя женщина, которая ехала со стороны Якутска, не справилась с управлением. В результате машина опрокинулась. Водитель погибла на месте. Помимо нее в машине находились еще одна женщина и 7-летний ребенок. Их доставили в больницу Покровска. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, пациенты находятся в отделении хирургии с различными травмами. Их состояние диагностируется как средней степени тяжести. Проводятся все необходимые мероприятия. По предварительной информации, родственники, в том числе сын, сестра и племянница водителя, ехали в Забайкальский край. За рулем находилась хозяйка авто. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются. В Нерюнгри в расселенном нежилом многоквартирном доме вспыхнул пожар. Огонь охватил здание по улице Южно-Якутская, 20. Сообщается, что дом был ранее расселен. Поэтому жильцов в нем не было. Обстоятельства, причины и виновник пожара устанавливаются. Вступил в силу приказ МВД России, который утвердил порядок установления личности в режиме онлайн по отпечаткам пальцев. Технически это уже возможно. Появились ручные сканеры, которые мгновенно сверят полученные отпечатки с данными, хранившимися в базе данных. Дактилоскопический экспресс-анализ назовет имя человека не менее точно, чем любой документ. Речь не идет о ужесточении полицейского контроля над прохожими. Процедура сканирования направлена прежде всего для оказания помощи попавшим в беду. От российских к международным темам. Группа вооруженных преступников похитила избранного депутата парламента Мексики от штата Веракрус Асусену Родригес Самору. Похищение произошло на трассе Мехико. Депутат ехала на автомобиле с несколькими людьми, когда была остановлена выстрелами из другой машины. Вышедшие из машины вооруженные люди увезли Родригес с собой. Находившиеся вместе с депутатом люди были ранены, но остались на дороге. Позднее их доставили в госпиталь. Десятки автомобилей сгорели в разных городах Швеции минувшей ночью. Власти считают поджоги спланированной акцией молодежных банд, рассказывает Сергей Берец. Группы одетых в черное молодых людей с лицами скрытыми под масками сожгли около 100 автомашин в Гетеборге и его пригородах поздно вечером в понедельник. Несколько автомобилей сгорели в Стокгольме и других городах Швеции. По словам очевидцев, злоумышленники разбивали стекла и забрасывали внутрь емкости с горючей жидкостью. Полиция отмечает, что их действия, очевидно, были спланированы и хорошо организованы. Такого же мнения придерживается премьер-министр Швеции Стефан Лёфвен. Он отметил, что власти проведут расследование и примут к поджигателям адекватные меры. Повторю снова, меня переполняет гнев. Этим людям следует задать вопрос, какого черта вы творите, кем вы себя возомнили. Вы уничтожаете собственность, то, что принадлежит соседям, детям, которые утром по дороге в садик увидят сожженные машины. Общество должно проявить твердость. Главе правительства вторит Бернт Бакстрём, житель Вёстра Фрёлунда. Он наблюдал из окна за погромом и работой прибывших на место пожарных расчетов.
Я спрашиваю себя, куда катится Швеция? Вандалы орудовали в основном в небогатых жилых районах с высоким процентом мигрантов среди населения. Хамид Масуми до сих пор считал, что живет в безопасном месте. Никогда бы не подумал, что здесь случится такое. И вот случилось. Не знаю, зачем они это сделали. Ущерб носил преимущественно материальный характер. Сообщений о жертвах и пострадавших не поступало. Пришла беда, откуда не ждали. Экологически чистые писсуары, установленные в центре Парижа, вызвали возмущение горожан. Они требуют убрать эти устройства, открытые со всех сторон. Мэрия 4-го округа заявляет, что новые меры обеспечат чистоту на улицах. Пожалуй, за 101 год, прошедший со времени явления публики фонтана Мариса Дюшана, писсуары не вызывали столь бурной реакции в Париже. Горожане крайне недовольны установкой в центре французской столицы открытых гигиенических устройств для мужчин. И это при том, что едва огороженные или совсем лишенные стен уличные уборные имеют давнюю историю на берегах Сены. Мэрия 4-го округа утверждает, что новые писсуары обеспечат чистоту на улицах. Безработный Муби не согласен. По-моему, установка писсуаров для тех, кто не уважает окружающих, неудачная идея. Это неприятно и недопустимо. Одна из красных будочек стоит рядом с особняком де Лозен, зданием 17 века. Остается только гадать, как отнеслись бы к ней прежние жильцы, автор «Цветов зла» Шарль Бодлер и его собрат по перу Теофиль Готье, основатель клуба любителей гашиша. Муния, менеджер промышленной компании, понимает гнев нынешних квартиросъемщиков. Это же исторический популярный квартал. И смотреть на то, как кто-то мочится у ваших дверей, то еще удовольствие. Антонио, турист из Испании, поначалу одобрил инициативу мэрии, но потом усомнился в ее целесообразности. Не знаю, как они собираются решать проблему запаха. Есть и еще одна сторона вопроса, гендерная. Феминистки называют установку писсуаров проявлением сексизма. По их словам, мужчины не способны себя контролировать, поэтому власти и общество идут у них на поводу. На этом пока все. Берегите себя.